О том, что как бы виноваты пользователи, которые там, ну, не доверяют это вот, там казахскоязычным версиям там, или там сайтам или там это. Скажите, это вы согласны с этим тезисом, да? Или все-таки ваш последний тезис более правильно о том, что потребитель всегда прав? Что это не, ну, не совсем верные контенты, может быть, вот в этом направлении. Что вы скажете? Вот к какому выводу вы придерживаетесь? Это как и СМИ, это услуга. И когда говорим о услуге, говорит о том, что потребитель, который не использует услугу или как-то плохо использует, это в первую очередь, наверное, проблема того, кто представляет. Это даже можно сравнить с оружием. То есть оружие кому попало нельзя давать, и нужно инструкцию давать, как пользоваться. Но, тем не менее, те, которые пользуются, должны пользоваться безотказно. Так что в любом случае интернет или любое СМИ это то же самое. И я всегда думаю, что ну, это как в семье, да. Если что-то неладно, мужчина должен всегда принять ответственность на себя. Я просто хотел дать немножко информации по казахстанскому контенту, которого довольно мало в интернете, там без комментариев, потому что вчера была встреча министра связи с представителями региональных СМИ, и там прозвучала такая информация, что государство очень обеспокоено малым количеством контента на национальном языке, и сейчас я вам процитирую, да, о том, что Министерство собирается оказывать всяческую поддержку СМИ, и частично в этом помогать в вопросе будет подведомственная компания ОКАЗ-Контент. На нее сейчас возложено обязательство по развитию казахоязычного интернет-издания и Казнета в целом. Я думаю, что доверие казахоязычным СМИ в интернете упадет еще меньше, чем есть сейчас. И третий, и четвертый, все. Только контент, он отличается. Люди доверяют контенту, который создает государство тогда, когда этот контент связан больше всего с услугами. Это, чтобы это не было, чтобы удобнее тебе там жалобу направить, чтобы там регистрами пользоваться, чтобы зарегистрировать там имущество, машину, что надо ехать. То есть, когда говорится об услугах. В данном случае речь идет и плюс информация, которая связана более-менее, скажем, там, законопроекты, законы, то есть то, что для меня нужно, чтобы самому решить потом, что делать с этим. А когда говорим про контент, связанный уже с независимым информированием о чем-то, это, конечно же, работа независимых СМИ. И так, когда все это перемешивается, тогда проблема.